Ну что во время обысков посещения пока прекращается. Так он же у нас находится не в общем месте. Ну, обыска же всех касается. Не, я понимаю. Чтобы я вам объяснил, то есть если в одном месте обыск проходит, это не означает, что жизнедеятельность этого места как бы... Приостанавливается. Нет, то есть что здесь она начинается, а здесь она еще приостановлена. Ага. Просто я вам к чему это говорю. Я не знаю, во сколько это закончится, но это будет долго. В прошлый раз вы ждали, да, долго? Но на совещании вы сказали. Нет, а в этот раз, в этот раз будет еще дольше. Ага. Ну, просто это, это реально это по плану проходит. По плану, то есть есть установленный план? Регламентирующий документ. Можете показать? Нет, конечно. Почему? Ну, Ознакомить? для служебного же пользования. Я понимаю, мы не будем снимать, что это действительно Вы же сейчас планово. отказываете. Я ведь адвокат его. Я Имею понял. право посетить его в любое время. Он на голодовке. Да, он находится в ДИЗО, в одиночной камере, На изоляции. на изоляции. Да, Да, мы не знаем сейчас. Помещение ДИЗО на изоляции. Помещение ДИЗО на изоляции, мы не знаем сейчас, в каком он состоянии находится. То есть мы его не видели уже давно. Жив он, здоров ли? Я вас понимаю, просто здесь единственная проблема. Вы согласны ждать? Но ждать придется долго, сразу. Я не говорю, что это закончится в час-два, это может до 3, до 4 быть. Если это не умышленное Нет, препятствие, это не умышленно, это реально так. Я вам реально говорю. в прошлый раз реально адвокат более 3 часов ждал, потому что якобы на совещании был. Да. Вот. Сейчас опять, складывается система, что именно... Вы можете показать, что у вас планово? Если действительно планово, то мы примем уже решение, исходя из тех документов, которые вы нам предоставите. Просто сейчас, я полагаю, что может быть, я не утверждаю, но предполагаю, что может быть это умышленное оттягивание встречи меня с клиентом. Мне поверьте, я вам серьезно говорю. Я вам верю, но документам я верю больше. Теперь Могли вы бы понимаете, уведомить? что для служебного пользования, что А я адвокат, мы понимаете? не можем просто так, что вы с вами поговорить, я пошел, принес вам папку. Нет, смотрите, в чем дело. Я как адвокат имею право ознакомиться с любым документом, который касается прав моего клиента. Сейчас право моего клиента на встречу с адвокатом, предусмотренное Конституцией, оно нарушается. Если нарушается право моего клиента, я имею право знать почему. То есть это не просто служебный документ, это уже документ, задевающий права моего клиента. Поэтому, если вы можете мне его показать, я бы с удовольствием с ним ознакомился. Я сейчас у руководства уточню все эти моменты. Да, хорошо. И уточните по поводу доверенности. Ведь доверенность никак не связана с мероприятиями, которые происходят. Да, вы абсолютно правы. Если бы я смог получить доверенность, это тоже было бы неплохое дело. Даже отлично. Спасибо.